Новая звезда музыкального Олимпа. Уже несколько последних лет ее песни держатся на верхних строчках хит-парадов радиостанций, а ее популярность растет с каждым днем. Ее смело можно назвать одной из самых знаменитых певиц Северного Кавказа. Она талантливая артистка и просто очень милая девушка, выступающая под сценическим псевдонимом Сумая. Я рада, что занимаюсь таким интересным делом, но, как я и говорила в одной из передач, я никогда не планировала связывать с ней всю свою жизнь. И, соответственно, мой ответ таков. Думаю, я бы смогла прожить без музыки. Сумая. Певица, заслуженная артистка Чеченской Республики. Считает себя капризной, вспыльчивой, но очень милой девушкой. Будет грустить и унывать, если в день не сделает сотню фотографий. Говорит мало, но по делу. Довести ее до бешенства практически невозможно. Сумая поет с раннего детства. Вначале это были выступления перед родными или концерты во дворе с соседскими ребятишками. Всегда участвовала в различных школьных мероприятиях, пела песни на ингушском и чеченском языках. Постепенно музыка начала играть важную роль в ее жизни. Конкурсы, фестивали и одна за другой победы. Тогда юная Сумая и не подозревала, что это детское увлечение перерастет в нечто большее, что музыка и сцена станут неотъемлемой частью ее жизни, подчас самой ее жизнью. Петь мне очень нравилось, но я никогда не думала, что выйду на профессиональную сцену и буду представлять нашу культуру. Первые серьезные шаги в этом направлении были ею сделаны в возрасте 15 лет. Тогда она участвовала на студенческой весне. «Я не волновалась и чувствовала себя на сцене легко и уверенно», — говорит певица. Это выступление можно назвать переломным моментом в карьере, да и в жизни Сумаи, потому что тогда ее заметили и сразу предложили записать несколько песен. С этого и начался творческий путь нашей героини. Я бы не сказала, что мой выход на сцену был поворотным или же спонтанным случаем. Я знала, чего я хочу и к чему стремлюсь. Самым главным стимулом в моей работе для меня стала вера моих родителей в мой успех, особенности моей мамы, которая всегда и во всем меня поддерживала и направляла. Многие говорили не лезть в эту сферу. Бывало даже, что некоторые вещи ее действительно пугали. Но кто ее поддерживал в трудные минуты? Кто всегда был рядом и верил в нее? Конечно же, ее мама и папа. Самые дорогие люди в ее жизни. Успеха она добивалась сама, но рядом были ее родители. Им я и обязана всем тем, что у меня сейчас есть. Благодаря им я стала тем, кем я являюсь сейчас, признается певица. Для любого артиста поддержка семьи – это самое главное. Это дает тебе сил. Действительно, были люди, которые говорили, что не надо лезть в эту сферу, что это не мое, но с большим уважением и благодарностью хочу сказать, что мои родители меня в этом поддержали. На сегодняшний день, благодаря маме и папе, я уверенно стою на ногах, живу в достатке и занимаюсь любимым делом. На сегодняшний день я сложностей или же трудностей на своем творческом пути не вижу. Но буквально несколько лет назад она ответила бы по-другому, потому что сложности, как и у любого начинающего артиста, у нее были. Например, во время ее концерта случайно могли отключить свет на сцене. Мог отключиться и микрофон, и это тоже якобы случайно. Таких моментов в моей жизни было очень много, я даже не удивляюсь, потому что каждый артист, наверное, сталкивался с этим.
Конечно, благодаря своей деятельности она обрела популярность, а обратная сторона славы, как известно, чрезмерное внимание к твоей персоне. Часто она порождает завистников, конкурентов и недоброжелателей. Я старалась не обращать внимания на все это. Наоборот, мне это придавало сил, признается Сумая. То, что я верила в себя, и та поддержка, которую проявляли ко мне мои близкие люди, никогда не давали мне повода опускать руки. Сегодня я уверенно могу сказать, что те ситуации, которые в первое время мне казались сложными, сегодня вызывают лишь улыбку у меня на лице. В феврале этого года проходил республиканский конкурс «Национальная пятерка-2014». Награду Сумая не завоевала, зато получила куда более высокий приз – почетное звание «Заслуженный артист Чеченской Республики». На самом деле это было полной неожиданностью. Произошло это на премии «Национальная пятерка». Я тогда была номинирована в номинации «Прорыв года». Честно сказать, я никогда не думала, что получу награду еще более высокую, чем ту, на которую была номинирована. Эта награда значит для меня самое главное признание и уважение со стороны народа. Для меня, как и для каждого артиста, это очень почетно. Мне очень приятно. Сегодня в первый раз выступаю в национальной пятерке. Я стараюсь положительно оценивать свои достижения, но ни в коем случае себя не ругать. Если я сделаю что-то не так, то в следующий раз я стараюсь делать это в 10 раз лучше. Но если вы хотите узнать об успешности артиста, об этом нужно спросить у его зрителя. Я хоть и скромная, но слышать приятные отзывы на самом деле очень приятно. На сцене она воплощение романтичности, нежности и грации. Но какая она в жизни? Капризная, ленивая, вспыльчивая, быстро устает, можно сказать, от многого устаю. Бывают частые перепады настроения. В общем, у меня очень много недостатков. Довольна Сумая. Самокритика — это, конечно, хорошо, она является движущей силой для артиста. Недостатки есть у всех. Как и многие девушки, Сумая любит фотографироваться. В день делаю сотни фотографий, то ли в шутку, то ли всерьез, говорит певица. В ней есть какая-то неуловимая душевность. Она веселая, умеет радоваться и наслаждаться жизнью. Может от души посмеяться. Когда как? Раньше люди уважительнее и добрее относились к артистам, особенно в тяжелые времена, когда песня могла поднять дух и настроение. Да и сейчас это не везде. Я например, часто сталкиваюсь с людьми, которым действительно нравится мое творчество, и это, конечно, очень радует. А если говорить о внутренней стороне шоу-бизнеса, то там уже творческая атмосфера. На самом деле там очень весело, интересно. Я рада, что познакомилась там со многими людьми, с талантливыми людьми, обрела много друзей. Песня, которую ты можешь слушать без конца. Тамара Дадашева, «Веза еще, Веза». Скорее всего, да, Макмежива. Ее песня, да. Шел Габира Махтох Насискал Ири. Твоя реакция на негативные комментарии к твоим постам в социальных сетях? Пускай пишут, значит, интересуются мной и моим творчеством. Думаю, она их сразу блокирует там.
Ну, это однозначно. Ну, Да, и черный список. Ответы бывают хорошие у нее. Такие положительные. Душевно относится она к нему. Она разве отвечает? Да, я видел, пару раз отвечал. Но мне ни разу не ответила. Да? Да. Ты ей писал? Да. Окей. Ты любишь смотреть на себя по телевизору? Когда как? Не знаю, но она любит фоткаться. На мой взгляд. Так вот. А на твой взгляд? Что она Я любит? промолчу. Ну, мнение скажи свое. 谁мнение сегодня吧？宋江会都知道 Ну, наверное, каждый человек смотрит я- на себя по телевизору. Интересно же со стороны, как ходит человек. на Я, сцене, например, как не он- смотрю на себя. Я смотрю на себя. Ну и смотри, что тогда. Мне же Сегодня интересно, ба. как я веду себя на сцене. Вот. Так же и Точно ей, так же, наверное. как ты ведешь себя на концерте, так же и ведешь в телевизоре. Ну вот, а со стороны ты себя видишь? Вижу, конечно. Саня, а все, грудах, кажется, а там очень долго. Что ты готовишь для себя дома? По-разному. Это могут быть салаты, ну и другие вкуснятины. Самое первое, я думаю, что она готовит себе вот она, Рагу. Мысли не совпали просто. косметику. Она имеет про еду. Пройду? Да? Жульен. Ну, если посмотреть на нее, то да, вполне можно ответить, что она готовит салат себе, да? Как ты борешься со своей ленью? Никак. С недавних пор я перестала это делать. Ну мы вот слышим, как Сумая борется с ленью. Есть у тебя любимое слово, которое тебе нравится произносить? Когда я чему-то удивляюсь, я всегда говорю «Вэй, пекар». О, Да. она ударится. Это тоже вырежете, да? Надо заметить, что она также любит произносить слово «все». Все? 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 Личность, с которой тебе хотелось бы сотрудничать. В детстве я мечтала спеть с Аймани Айдамировой. Мне очень нравилась ее песня «Мале подошел мал». Но так сложилось, что на данный момент мы работаем вместе. Она является моим художественным руководителем. С тобой хотела вообще-то спеть, да, до этого? Да. думаю. Я просто отказался. Да? Не моего. Ну, следующей жертвой, наверное, буду я. Раз так дело пошло. Ты тоже откажешься, я уверен, стопудово. Нет, нет, нет. Нет? Конечно, Почему? она с ума тянет. А ты почему отказался? Да, просто лень. Я не умею с ленью бороться. Просто на борьбу в детстве не ходил. Ты знаменита тем, А вот в кругу друзей, в кругу семьи я знаменита тем, что я делаю много фоток. В день их может быть даже сотни. Она знаменита тем, что она любит фоткаться. Вот Да. ставит на телефон. Селфи. 4 секунды на любое место. 3 часа спустя все еще фоткается. Да? Да. В моем понимании популярность артиста проявляется в признании народа. Аплодисменты, конечно, тоже очень заряжают артиста, и для каждого артиста, я думаю, приятно, когда зритель аплодирует. Сегодня она молодая, успешная певица, добившаяся всего, о чем мечтала с раннего детства, на пике своей популярности. Но счастлива ли она? Я очень счастлива. Юха